Нам что-то нужно делать с нашими специалистами, которых мы плодим табунами и которым нет применения. Их нужно вытаскивать и отправлять в наши корпорации, там, турецкие, европейские. Меня зовут Ленора Дюльберова, я политолог, я мама прекрасной дочери Мирьем, с которой мы обмениваемся опытом, наблюдениями. И, собственно, вот таким образом и происходит наша жизнь. Это семейная легенда. До меня она дошла в виде такого мифа, что в семье было три брата, таких вот высоких, широкоплечих, кудрявых, с яркими глазами. И вот, собственно говоря, эти три брата направились вместе с односельчанами, а мы из Воруна, село есть под Судаком такое, направились с односельчанами в Турцию за покупками. То бишь они были такими купцами в то время, да. И зайдя в какой-то из магазинов, тюкянов в Турции, хозяева этого магазина так восторженно воскликнули: «Ох, какие красивые ребята! Да? Насун Дюльбер Огланлар». И односельчане, собственно говоря, вот с тех пор и стали называть Дюльбер Огланлар. И вот фамилия оттуда она и пошла. Мои родители – это представители так называемого интеллектуального труда. И моя мама является учителем, преподавателем английского языка. Отец у меня представитель инженерных профессий. Вот родилась я в Узбекистане в 1977 году в городе Черчике. И в 1992 году моя семья переехала в Крым. У нас не было никогда обсуждений или, скажем так, дискуссий на тему, куда ехать. Мы возвращались домой, а значит, возвращались в Судак. То есть моя семья родом из Судака, и вот мы вернулись туда же. Как и в других населенных пунктах Крыма, в Судаке ни одна земля, то есть ни одни вот эти вот компактные поселки проживания крымских татар не были выделены в нормальном режиме, да, то есть в режиме подачи заявления и выдачи участка. То есть вся земля, которая выдавалась в конечном итоге выделилась под жилищное строительство, она была следствием пикетов, так называемых самовозвратов, и мне кажется, по сегодняшний день эта проблема не решена. Процесс возвращения, он точно так же был проблематичен. Почему? Потому что это побережье. В силу разных причин, в первую очередь ресурсных причин, на побережье крымских татар не пускали очень долго. Это было сложно, это были точно так же проблемы с пропиской, с трудоустройством. Моей маме, например, в ее школе, в которой она впоследствии проработала больше 20 лет, трижды отказывали в приеме на работу. Когда она приходила и спрашивала: «Вам нужны учителя английского?» И говорили «да», но когда открывали документы и видели фамилию Дюльберова, закрывали, говорили «нет». В процентном соотношении фактически, что называется, крымских татар приблизительно точно так же, как и по всему Крыму в Судаке. Да? То есть, но эффект присутствия, что называется, он гораздо сильнее. Почему? Потому что крымские татары, они сами по себе, и не только в Судаке, активны. И это особенность Судака. Да? Был такой период, если вы помните, 95-й год и события в Судаке. Тогда это называли вот такие столкновения между разными группировками, да, это было такое смутное время, но вот конечным результатом вот этих процессов стало приобретение крымскими татарами определенного ресурса, да, и включение вот в какие-то коммерческие, экономические отношения. И вот на сегодняшний день крымские татары в Судаке, они вот наиболее активны, скажем так, да, и поэтому представляют такие основные виды сферы деятельности и более заметные, скажем так. Обычная крымско-татарская креативность, быть всегда на острие каких-то изменений, то есть тот задел выживания, ресурс выживания, который у нас приобретен в силу определенных исторических событий, он позволяет нам, скажем так, быть всегда впереди, на шаг впереди. Хотелось бы, чтобы этот город был более с этническими чертами, да, то есть я имею в виду архитектура и так далее. Безусловно, город разросся в своих масштабах. Безусловно, появились более качественные, более расширенные, скажем так,
набор услуг, да, то есть крымские татары в этом преуспели. Судак начала 90-х – это, ну, условно говоря, рынок до 12 и скудный набор товаров. Да. Сегодня Судак – это рынок до вечера, и ну, просто все, что хочешь, ты можешь найти в Судаке, да, практически. Чего-то не хватает. Не хватает, я всегда хожу по улочкам Судака и ищу некие, ну, крымско-татарские вот нотки, да, крымско-татарские черты, и их очень мало, к сожалению. Да. Это старые домики, которые почти уже ушли в землю. Позволяет ли сегодняшний рост города говорить о том, что появились эти такие нотки этничности, да? Ну, наверное, в слишком малом количестве, либо это мое субъективное такое представление о том, чего не хватает. Сфера моих интересов, если в широком таком смысле, это любая трансформация, что называется, да, то есть социальные трансформации, это модернизация, это смена идентичности и так далее. То есть в данный момент, закончив один этап исследования, сегодня занимаемся просто вот наблюдением, что с нами происходит, что происходит с крымским обществом, что происходит с крымско-татарским сообществом в широком и в таком вот в конкретно узком смысле. Ну, у нас и крымско-татарское общество, оно не изолировано, оно подчинено каким-то общим процессам, оно подчинено общим тенденциям и, безусловно, испытывает определенное влияние извне, что называется. Собственно, как и для всего постсоветского пространства, попавшее в особенную ситуацию развития, для Крыма характерно такое, ну, скажем так, ограничивание себя территории полуострова, да, то есть происходит такое изолирование. У крымских татар эта тенденция, этот тренд, он наиболее выражен. Почему? Потому что есть некий такой посттравматический опыт, да, то есть есть травма историческая, которая вот оживила, да, эти эмоции, эти ощущения. Безусловно, крымские татары находятся сейчас вот в состоянии закрытости. И если говорить о том, кому доверяют крымские татары, да, а доверие – это такой индикатор открытости по отношению к миру, то крымские татары доверяют исключительно узкому кругу лиц. И этот круг лиц определяется членами семьи, в лучшем случае близкими друзьями и родственниками. Крымские татары сегодняшнюю ситуацию для себя прочитывают как небезопасную. Наш дискурс на протяжении тех же 20 с лишним лет, он в принципе не меняется. Мы все так же говорим о прошлом. Меняется форма подачи или форма этого дискурса. Да? То есть если раньше это было в самиздатовской форме, если раньше это было в тамиздатовской форме, то сегодня это в формате подобных площадок, в формате социальных сетей, либо каких-либо других, ну, скажем так, предложений, медиапредложений. Да? Мы говорим о прошлом, мы все так же говорим о прошлом, и в этом есть своя потребность, потому что это прошлое было долгое время на замке, и восполнить эту потребность, то есть удовлетворить эту потребность, есть необходимость огромная. Другое дело, ограничиваемся ли мы только этими разговорами. К сожалению, я могу констатировать факт, что разговоров о будущем у нас мало. И прошлое у нас вот выступает в таких, ну, скажем так, конструктах некого такого золотой эпохи, такого алтын девир, что называется, да, и напрямую связано с какими-то мифами. То есть мы не все историки, и у нас есть определенные стереотипы в отношении нашего прошлого. И если переводить на современный дискурс, если говорить о современных каких-то тенденциях, то это выражается вот в разговорах о государственности крымских татар. В ней мы видим, опять же, возвращаясь к ценностям выживания, в ней мы видим возможность сохраниться как этнос, сохранить свою идентичность. О будущем мы говорим практически эпизодически, скажем так, практически ничего у нас нет. У нас нет визии какой-то, да, то есть у нас нет каких-то моделей, которые бы мы себе представляли или которые бы мы себе обозначили в качестве каких-то целей. Мне кажется, это является на сегодняшний день проблемой, на которой нужно сфокусироваться. Я полагаю, что сегодняшние средства, информационные средства и прочие технологии не оставляют какого-то безопасного пространства, тем более если мы говорим об информации. Поэтому либо это не желание честно говорить о самих себе, что называется, да, и смотреть в будущее,
либо это вот такое погружение в какие-то иллюзии. То есть в иллюзиях всегда комфортнее. Возьмите физическую карту Крыма и наложите на нее политическую карту. И посмотрите на то окружение, которое есть вокруг нас, на тех соседей, которые нас окружают. Определите их статус на сегодняшний момент, их ресурсы, их возможности. И мне кажется, ответ будет очевиден. Идеального времени для обсуждения наших с вами проблем, когда бы нам никто не мешал, когда бы информацию не использовали бы против нас, что называется, идеального времени не будет. Его не было до сегодняшнего дня, его не было ни в 20 веке, его не было ни в 19 веке, его не было и раньше. Нам всегда приходилось балансировать на стыке чьих бы то ни было интересов, искать собственный интерес. Мне кажется, вот здесь кроется ответ. Исходя из того набора данных, которые мы получили в ходе исследования с нашими коллегами на предмет ценностей и ориентиров крымских татар, я могу сказать, что сегодня крымские татары о религиозной практике и вообще о духовном каком-то лидерстве задумываются как минимум и видят в этом некий набор проблем. Этот набор проблем заключается в том, что Крымский полуостров за время, скажем так, адаптации к иной религиозной традиции, да, я напомню, что до возвращения крымских татар Крымский полуостров был практически лишен всякого исламского дискурса, да, и только после возвращения скажем так, вместе с нами вернулась и эта духовная традиция. Так вот, в процессе, скажем так, становления этой традиции мы пережили очень много разных этапов, и когда, собственно говоря, материальная наша база была в той или иной мере удовлетворена, то есть наши потребности, мы вспомнили о духовности. И, к сожалению, вынуждены констатировать, что некие наши потребности в той форме, которая называется сегодня традиционные исламом, да, они в должной степени не были удовлетворены. А поскольку данная сфера не терпит пустоты, то, соответственно, в нее вот такой вот широкий набор предложений, скажем так, ее и заполнил, эту пустоту. Станет ли это проблемой? Крымские татары, принимавшие участие в нашем исследовании, говорят, что, возможно, да. Почему? Потому что тот дискурс, который предлагают отдельные течения и направления, которые сегодня актуальны или популярны в той или иной мере, они предлагают, скажем так, дискурс вне привычных форм идентичности крымских татар. Крымские татары в своей структуре идентичности на первое место всегда будут ставить этническую идентичность. Для крымских татар, долгое время лишенных права называться крымскими татарами, подобные вещи, они всегда будут стоять скажем так, на первом плане. Вот. Поэтому они сегодня и говорят, что любая другая идентичность, конфессиональная, то бишь религиозная, она, собственно говоря, несет в себе угрозы, в ней видят угрозы этнической идентичности. Почему? Потому что она отменяет тот набор целей, которые крымские татары себе ставят. А цель, как я уже говорила раньше, для крымских татар они были сформулированы еще в период национального движения и венчаются таким скажем, такой идеей, как реализация своего права на самоопределение, то, что в политической науке называется через форму, такую форму, как государственность. Для нас среда была практически всегда агрессивной. Давайте вспомним советский период нашей истории, и не создавались какие-либо благоприятные условия для того, чтобы крымские татары стали известными юристами, профессиональными социологами, и сама наука социология в то время была запрещенной, как минимум. Да? То есть многие специальности и направления науки для крымских татар были закрыты. И тем не менее, в какой-то период мы получили окно возможностей и воспользовались им. Полагаю, что сегодня крымские татары, ограничились некими иллюзиями, некими страхами в том числе, да, и закрыли для себя те окна возможностей, которые вообще могли бы быть. Да. Возможно, скажу резко, но, наверное, фраза будет соответствовать тому состоянию, в котором мы находимся. Мне не нравится, что мы очень часто становимся поленьями в топке чужих интересов,
И очень часто мы как колья забиваем свой крымско-татарский участок от остального пространства. То есть вот этот вот набор ценностей выживания, вот этот постоянно повторяющийся набор угроз, который преследует нас, поиск идеального времени для обсуждения насущных, важных проблем крымских татар, он, собственно говоря, не позволяет нам вот смотреть за пределы нашего такого крымско-татарского мира. А время идет, время меняется, и крымские татары в любом случае будут переварены этим временем. Ошибочно полагать, что крымские татары, ну, скажем так, минует некая участь тех процессов, которые сегодня происходят в мире. Да? В частности, мы наблюдаем, и пандемия, кстати говоря, ускорила эти процессы. Сейчас мы являемся свидетелями четвертой промышленной революции, да, когда информационное общество поглощает нас. И с одной стороны государство следит за людьми, а с другой стороны этот процесс, он такой обоюдный, да, люди следят за государством. Да. Язык такой индикатор нашей крымско-татарской идентичности, который, ну, скажем, стал таковым в период после депортации. Да, в период во времена национального движения было 3 таких лозунга, которые, собственно говоря, определяли последующую идеологию, да, национального движения. Это язык, это территория, то бишь Крым, полуостров, и государственность. Да. Тогда государственность подразумевалась в формате Крымской автономной республики, восстановление, точнее, ее образца 21 года. И вот, собственно говоря, в период 50-х, 60-х годов, первого такого этапа национального движения, эти индикаторы, они и появились. Да? То есть они появились не голословно, безусловно, народ, снятый, депортированный со своего привычного места, естественно, теряет какие-то свои традиции, теряет свои ремесла и, безусловно, теряет свой язык. Тем более, что политика советского государства, она была направлена на русификацию. И об этом говорит не только история крымско-татарского народа, но и любого другого, который вот был представлен в такой широкой семье советских республик. Что с нашим языком сегодня? Мне кажется, мы некий маленький задел или островок спасения, такой спасательный круг мы себе сделали вот за эти 20 лет, немного восстановив наши образовательные институции и, ну, скажем так, набрав некий критическую массу специалистов языка, да, как минимум. Как минимум нам удалось вывести его на такой публичный внутри крымско-татарский уровень. Да. Сегодня говорить на крымско-татарском языке – это норма, к которой так или иначе стремится каждая семья. Да. И мне кажется, какую-то малую толику этой проблемы мы решили, ну, по сравнению с советским периодом. Что касается настоящего периода, да, настоящего этапа, мне сдается, что мы что-то не то делаем. Мне кажется, что все наши призывы, воззвания и тот продукт на национальном языке, который мы выпускаем, он ориентирован, ну, если говорить таким маркетинговым языком, не на ту целевую аудиторию. Сегодня носителями языка должны стать не дети, в первую очередь, да, а в первую очередь родители, которые воспитывают этих детей. Да. То есть я как мать, да, я как родитель, я культивирую, да, отношение ребенка, я культивирую любовь к языку у своего чада. Да. Никто, ни институция, да, то бишь школа, ни учебное заведение, вуз, да, не сформирует этой культуры говорения на крымско-татарском языке. И в этом смысле мы обладатели шикарных предложений для детей, да, продукта на крымско-татарском языке. У нас есть какие-то популярные вещи на крымско-татарском языке, в том числе и наши блогеры, да, которые популяризируют крымско-татарский язык, причем такой вот живой крымско-татарский язык, да, не книжный. Вот. Но мне кажется, вот нет продукта для анашек, бабашек, да, которые должны говорить на крымско-татарском языке, да, чтобы у ребенка, заходя домой, возник вот этот вот рефлекс, да, то есть дверь закрылась и начался крымско-татарский мир. Мы должны себя найти.
У нас нет другого выбора. Почему? Потому что мы с дочерью очень часто смотрим мультфильмы, эти современные, они несут в себе такой, знаете, такой философский иногда заряд. И в одном из мультфильмов я запомнила фразу: «Эта земля не принадлежит нам, мы берем ее взаймы у наших детей». Поэтому если мы хотим прекрасного и замечательного будущего для наших детей, если мы хотим, чтобы в этом будущем они себя идентифицировали как крымских татар и были носителями культуры крымских татар и тех лайф-кодов, которые есть у крымских татар, и того уникального опыта, которым обладают крымские татары, то, наверное, нам нужно сориентироваться вот в этой буре событий. Наверное, нам в этой буре событий нужно себя найти. А крымско-татарский народ, мы такие вот, это такой большой социальный, политический проект, да, то есть мы себя видим вот нераздельно от тех процессов, которые происходят вот на социально-политической арене, да, мы включены в эти процессы. Поэтому, наверное, в первую очередь мы должны определиться с тем, что является нашими национальными интересами. Тогда мы поймем, где наши так называемые красные линии, где те флажки, за которые заходить нельзя. Возможно, такой вот контур наших национальных интересов позволит нам объединиться вокруг каких-то совершенно конкретных вещей, да, совершенно конкретных целей, которые мы можем даже в нынешних условиях реализовать. Я полагаю, что мы должны обращать внимание на то, что происходит вокруг нас. А вокруг нас происходит пандемия, которая ускорила целый ряд процессов, да? И мы не можем оставаться вне этих процессов. В целом, если говорить об этнических институтах, то сегодня они в таком своем спящем состоянии. Есть и субъективные причины, и объективные причины, почему они в таком состоянии. Но я думаю, эта ситуация изменится, потому что мы уже наблюдаем эти изменения, да? То есть мы уже видим те площадки, о которых мы говорили, да, они меняют тот дискурс, да, который был раньше. Эти площадки пытаются отцифровать наше прошлое, да? То есть мы находим другие акценты из нашего вчера, которые будут актуальны для нашего сегодня и завтра. Говорили о том, что национальное движение переросло или переродилось в этнические институты. И, вероятно, если бы ситуация не изменилась кардинальным образом, мы бы, наверное, сегодня наблюдали бы какое-то перерождение этих этнических институтов. К сожалению, мы лишены подобной возможности, но придется пользоваться тем, что мы имеем. Да? И по большому счету мы имеем сегодня возможности информационного общества. Да? Это социальные сети, которые сократили расстояние между элитой, и не только национальной этнической элитой. Сегодня происходит такая вот десакрализация власти, да? Когда, в принципе, власть для крымских татар она всегда была где-то на расстоянии 2-3 вытянутых рук, да? Она не была никогда закрыта, это особенность крымско-татарской политической ситуации. Да? Вот. Но сегодня она стала еще ближе, то есть на расстоянии одного клика в компьютерной мышке. И это меняет, скажем так, отношения между акторами, да, между субъектами, которые участвуют. Единственное, что вот это вот состояние закрытости нашей, да, это состояние, когда мы вот находимся в неком наборе традиционных ценностей, мы не позволяем себе, у нас нет внутренней такой интенции быть, скажем так, инициатором идей, которые еще не озвучены каким-то вот олимпом авторитетных лиц. Да? И в этой ситуации всегда сложно менять, скажем так, какие-то ориентиры. Нет ничего плохого в том, что что-то у нас поменяется. Нет ничего плохого в том, что властный Олимп может дополниться еще какими-то идеями и лицами. Да? Но, наверное, нас ждет появление как минимум другой, или не другой, а молодой какой-то поросли политических таких персон, которые рано или поздно будут вынуждены, либо появится у них желание, да, они будут, скажем так,
влиять, участвовать в формировании какой-то повестки, да, крымско-татарской повестки. Я полагаю, что завтра-послезавтра нам нужно быть готовыми к тем, иметь, скажем так, агентов изменений, да, которые позволят переориентировать нашу национальную этническую экономику. Да. То есть строить дополнительный этаж гостиницы, вспахивать еще одну теплицу, завтра-послезавтра, особенно на фоне проблем с водой, это станет как минимум невыгодно. Современная экономика, она сейчас строится на, скажем так, распределении, да, каких-то ресурсов. В качестве такого яркого примера можно говорить об Uber. Да. Можно меня закидать аргументами, что где мы и где современные тенденции, но, как я говорила, да, то есть ни один процесс не обходит ни одно сообщество стороной. То есть в любом случае, в том или ином виде, она коснется, эта ситуация, нас. Поэтому здесь нужно смотреть не в высоту этажей гостиницы, да, а в ширину наших социальных связей. Тем более, что мы имеем уникальный опыт самоорганизации. Другое дело, на чем наш опыт базируется, да, на каких мотивах. Зачастую это мотивы недоверия. Это объяснимо, это понятно, но тем не менее, то есть мы должны эти социальные связи и этот наш, скажем так, уникальный опыт самоорганизации, мы должны его применять и в более широком смысле. Да? То есть не только тогда, когда этого требует события со знаком минус. Мы так любим вообще ставить себе какие-то цели, да? Мы любим их обличать в такие идеальные формы. Мне кажется, мы просто должны определить, кто мы есть. Да? Все те вопросы, которые связаны с идентичностью, да, и с ее легитимностью для нас самих, и для окружающей нас среды. Мне кажется, с возвращением домой, с возвращением на родину, крымские татары одну задачу выполнили, но параллельно, и на это есть объективные причины, не сделали другой задачи, да, то есть не стали хозяевами этой земли, да, в полном смысле этого слова. Если раньше Крымский полуостров и эта земля для нас была ценностью, то сегодня она стала просто ресурсом. Мне кажется, нужно менять эту ситуацию, не потому что ресурс имеет обыкновение исчерпываться, да, не потому что, ну, скажем так, это не потому, что, ну, скажем так, это принято так в среде крымских татар, да, а просто потому, что нужно поставить себе задачу, что кроме нас, развитием этой земли, пониманием ее потребностей и, собственно говоря, носителем ее, ну, какого-то уникального кода, да, других людей не будет. У меня сегодня есть знакомые в Судаке, да, которые, ну, вот себе такой целью избрали. Они ездят в горы, группа ребят молодых, и находят старые чешме, очищают их, ищут стариков, которые знают историю этих чешме, и вот, ну, пытаются вот возродить вот эти вот родники, да, то есть эти источники. Мне кажется, сегодня мы, наверное, должны какую-то вот такую функцию выполнить, как минимум. Да, это пафосно звучит, но с этого и начинается, да, с определения, кто мы есть, да, частью какой культуры мы являемся. Решение внутренних таких вопросов, мне кажется, сегодня есть наша задача. Я уже не раз говорила и повторюсь, наверное, еще раз о том, что вот это время, которое мы обозначаем как стагнация, которое мы обозначаем как отсутствие перспектив, это время для выполнения домашней работы. То есть мы должны выполнить все то, что мы не сделали вчера, позавчера, и запланировать что-то на завтра.